Это величие народа. Фильм составлен на основе архивных документов, научных и краеведческих изданий. Это наш кропотливый труд, не только по времени, финансово, но и интеллектуальный. Это попытка систематизировать новые знания, историко-архивные факты в изучении истории вклада якутян в процветание родной Якутии и России в XIX веке. В заключение мы внесем рекомендации в итоговый документ круглого стола. И со словами, что история – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для будущего, разрешите сюда пригласить нашего продюсера по фильму Наталью Эдисовну. Она немножко нам расскажет, как этот фильм создавался, да? Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. Меня зовут Наталья, я издатель. В прошлом году ко мне обратилась семья Ивановых с желанием издать книгу их дедушки Наума Трифоновича, который... Анны Андреевны, ну и, безусловно, профессора Савинова. Вот, вряд ли можно что-то умнее сказать, чем уже было сказано, поэтому я просто поделюсь своими впечатлениями и от этого приезда в Якутию, и от двух прошлых, наверное. Я в Якутии уже третий раз, это уже многое. Вот, но самое главное не только побывать в городе Якутск, прекрасном городе, современном, в котором проходит столько разных интересных мероприятий, кипит культурная и научная жизнь. Но я считаю еще больше, наверное, своим счастьем поучаствовать в экспедициях по якутским улусам. Ваша Якутия очень большая, и я только прошла своими ногами очень маленький путь. В прошлом году мне посчастливилось побывать в Муниконе, в Танторе, где проходил СЭХ. Осенью в Якутске познакомиться с вашими институтами, АИКИ прежде всего. Вот. А в этот приезд мне буквально посчастливилось принять участие в двух научно-исследовательских, я только так могу назвать, научно-исследовательских экспедициях, ну, в самом серьезном смысле слова. Первая экспедиция, это была 21 сентября, я в тот же день в 6 часов спустилась на землю, уже покрытую первым снегом, и через несколько, буквально 3 или 4 часа мы отправились в экспедицию. Я не знаю, откуда у меня появились силы, может быть, от этого совершенно уникального события, вот, потому что я совершенно не чувствовала усталости, которую я всегда чувствую по приезду, по преодолению временных поясов. Мы поплыли на катере к Росолоду. Там было очень много впечатлений, действительно, вот как профессор Савинов сказал, я не представлял, что в Якутии, в Росолоде была такая крупная российская ярмарка. Действительно, конечно, не просто услышать, а побывать на этой земле, это самое главное, потому что ощутить вот эту энергетику, ощутить, что там, вот в этих местах, пролегали такие исторические пути. И мне кажется, очень важно, что мы сегодня увидели фильм, созданный усилиями от семьи, наследников рода Левчиковых, талантливым режиссером. Я думаю, что этот фильм следует показать и не только в Якутии. Это, я думаю, вызывает интерес и в более широком России. Я думаю, что интересно было бы показать и в Петербурге, в том числе и в Доме ученых. Вот это действительно так. Вот. Но что я, Анна Андреевна, я так понимаю, на якутском языке говорила и о другом мероприятии, которое произойдет 30
числа. Я думаю, что многие из них у вас тоже будет интерес принять участие, потому что я была еще и во второй экспедиции в Чурапчинский улус, мы добрались до Чакыра, потом мы побывали в родовом гнезде Анны Андреевны Холмогоровой. Это тоже было очень интересное событие. Но я думаю, что эти впечатления останутся еще на 30 сентября. Вот. А я хочу сказать, наверное, что касается уже напрямую моих каких-то вот впечатлений и размышлений относительно вот нашей экспедиции в Салоту. Мне кажется, что это проделана очень большая и работа с семьей, родом Лепчиковых, и, безусловно, на совершенно новый уровень осмысления вот этих архивных, ценных, как бы скрытых материалов, как бы вносит исследование Александра Константиновича. Потому что, безусловно, культура, все это рождается в конкретных улусах, не в селах, как это сказать, на селегах. Я учу язык понемножку. Вот действительно культура рождается там, на земле, там, где соприкасается человек с природой. В городах, это уже царство цивилизации, где сталкиваются вот эти истоки, культурные истоки, духовные истоки, подлинные ощущения мировидения культуры, уже с цивилизационными процессами. И сегодня, как уже было сказано, действительно современные культуры и этнические культуры, этническое многообразие культур Якутии, и не только, но все культуры мы сталкиваемся с очень серьезным вызовом глобальной цивилизации, которая приходит и реализуется прежде всего в городах. Поэтому мне представляется, что в интерес к наследию, которое формируется в наследах, которое формируется в улусах, это является очень-очень важным моментом. И поэтому мне очень приятно, что сегодня Галина Васильевна мне представила из Нюрнберга приехавшую учительницу с учениками, Елена Александровна, да, Елена Александровна, вообще ваш подвиг приехать, преодолеть такой путь и принять очное участие в нашем мероприятии, когда возможно онлайн. Я думаю, что ваша энергия пассионарная, может быть, как-то организует вообще учителей вашей республики, потому что действительно в школах, как и вот говорил наш профессор Андрей Витальевич Савинов, действительно культура, она впитывается с самых ранних лет, когда приходят уже люди в университеты, это уже поздно. Поэтому мне представляется, что начатое вот это движение, научно-просветительское движение, начато Александром Константиновичем с его прекрасной супругой Алевтиной, мне кажется, что оно имеет очень большое значение в том смысле, что они мобилизовали самые... Дорогие участники нашего круглого стола, гостей, меня зовут Алексей Артем Андреевич, ученик 4 Д класса. 4 Д класса школы номер 29. Меня, когда я был маленьким, мои бабушка и дедушка повезли, мы поехали в Куталах, в Рассолоде. Мы начали, смотрели на небо, было все хорошо. Там еще памятник достоял. Я был тогда маленьким, где-то 5-4. Я предлагаю, моя идея такая, построить парк именем Лепчиковых, чтобы все знали, что есть такие люди, построить парк и желательно скопировать их дом.
чтобы, ну, да, знали, чтобы могли посмотреть, ну, поставить там всякие, ну, много скамеек, мусорных баков, чтобы было все чисто, там всегда тихо, очень хорошо, красиво. Можно и отдохнуть, собраться мыслями. Я каждый год приезжаю туда летом, чтобы собраться силами, мыслями, собрать энергию на учебу. Ну, чтобы хорошо учиться, чтобы все было хорошо. И для этого я предлагаю сделать парк Левчиковых именем, сделать там дорожки всякие до памятника, а потом можно будет что-то сделать музей с старым сундуком с кассетами, которые сохранились. Это очень старые газеты. Они, ну, можно сказать, бабушка с дедушкой рассказывали, что они очень старые, хрупкие. Лучше их не трогать. Встречи вижу, что общественность интересуется, полезно для наших современников, для молодежи, что знать вот этот как бы часть истории, часть начала купечества, Якутии и так далее. Поэтому организаторам сегодняшней встречи огромное спасибо, что вот так организовали. Вот, кстати, мне недавно, несколько лет тому назад звонили с Майей. Вот это дворянское гнездо, жилой дом Левчиковых, стоял в Майе. Это район, в свое время районный центр Мегино-Глазского района. Он там, в свое время, видимо, переставили этот жилой дом, но он там выполнял, как детсад, но потом что-то там, наподобие музея было. Мне звонили, что давай тоже организуй спонсорство и сохраним вот этот деревянный дом, как музей. Но мне это было не под силу. Я сразу сказал, что я не смогу. Если, в данное время этот дом уже разобран, снесен под строительство. Здесь в городе есть в Залаге жилой дом, есть мемориальная доска, жилой дом Левчиковых на перекрестке Ярославского и Курбской, это в Залаге. Тоже мне говорят, давайте, значит, она, вот это территориально входит в состав земельного участка старый город номер 2 в городе Якутске. Старый город существует вот первый, а Залагой второй будет. И вот тоже предложили, давай, помоги реставрировать вот этот жилой дом. Но я сейчас уже не работающий пенсионер, как я вот это спонсирую или организую. Поэтому, если вот такое движение есть, может быть, общественники возьмутся организовать реставрацию вот этого жилого дома в Залаге, помочь, может, муниципалитет наверняка включить вот этот жилой дом, и частью муниципалитет, частью общественники, возможно, объединить усилия
и ускорить каким-то образом вот этот реставрацию дома Лепчиковых. Ну, спасибо за такую организацию, что вот такой разговор состоялся. Спасибо огромное организаторам. Спасибо. Петр Никитич Григорьев Пегене тоқын бұл көрішкен байгүнден құлақтылар. Оны құлақтылар. Оны кеме талия башы әнжілеп чекепті күлеттерін, сіз байда күлеттерін Бағла Николаевы әме құлақтылар. Оны Бағла Николаевы оның өздеуін өйдәқі үмшер тоққа. Оравына 30 жылларға көйі болар, ереканатқа арақты болар. Оны сақын бұқырысыға өптемі өтеді. Соғаны бірава ұнны болар. Оның күйен боларына кені тоқтатар. Гражданский туын, мен көріш болбатақпын, мен құлақ болбатақпын, мен кені көлігінен аватам, мен 50 bin. Мен кені көлігінен аватақпын. Дақаста қаны бары. Мен кені көлігінен аватпын, қамнатшы тұппын, дақастаңыз меға есен өткен мен хөбленем. Дақасты кекені мен олақпын. Құлақ болбатақпын. Оның жөй болан тоқтыр. Рахырым оның хибетті өрі берін өші арашевекі лаға кейлер. Ем атылды әпте. Ем атылден ұнтуң олық туақ. Хлебіне долына кен болбатақ, бұл миллиондырын жөй парадесіне беға жамматар. Оны әпешіне беға оны үлілен Бағла Николаевич скәрәбін ондық жөлі үліләбіке. Оны кетті тоқтақыт Василий Николаевич, оны Иван Николаевич ол императорской университетке Томовские вернее, меня кейли бат дорогие заводы. Я хочу здесь еще поприветствовать, значит, Прямых родственников. Прямых родственников, да. Еще здесь много очень. Мы познакомились в процессе нашего путешествия, да. Здесь Николай Осипович Кривошапкин, здесь есть у нас тоже родственники. И вот встаньте, пожалуйста, вот Лариса. Эту историю я вам сейчас расскажу, так что сейчас немножко я